Из безграничного многообразия мира музыки сочинение, рождение музыки, наверное, является самым сложным и во многом загадочным. Умение выражать свои мысли на языке музыки – это поистине Божий дар. Донести свое мироощущение до слушателя посредством звуков, написания нот, пробудить эмоции, чувства, мысли, о которых люди, может быть, и не подозревают, тяжелый, кропотливый, требующий больших душевных сил труд. Талантливо писать музыку – это нечто из области высшей сферы. Как видит мир композитор? Это мы и попытаемся узнать, так как герой программы «Фортепиано», член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, профессор Уфимского государственного института искусств, композитор Рашид Зиганов. Рашид Рахимович, когда вы начали сочинять и когда было принято решение избрать композиторский путь? Вообще это два разных момента. Сочинять музыку я начал вообще, когда был совсем маленький. Я помню, я мог набрать какой-то набор стаканов, бокалов, настроить их и как бы стучать музыку по ним. Такие, значит, как бы инструменты бытового типа. Дудочки, детские игрушки, в общем, уже сочинялось. Это совсем в раннем детстве. Сознательно, конечно, музыку стал записывать не свою, вначале эстрадную, популярную, в школе музыкальной. Школа тогда называлась «Интернат музвоспитанников», теперешняя школа Газиза Аль-Мухаметова. Вот там занимался на фортепианном отделении и какие-то импровизации фиксировал, свои импровизации. Но по-настоящему композицией, конечно, занялся уже поступив в училище, там мне 13-14 лет было, на первый курс я поступил, попал я к замечательному композитору московскому, композитор Рашид Гумарович Губайдуллин. У него занимался, правда, я недолго, потом перешел к Николаю Яковлевичу Инякину, это наш, значит, известный композитор-народник. Вот с этого, собственно, началась композиция. Далее я так понял, что на меня обратили внимание. Тогда все было как бы под эгидой обкома. Вызвала Клара Габдрахмановна Тухватуллина и сказали, что направляют меня в Киев, в консерваторию учиться. Вот. Ну, направляли меня, правда, на симфоническое дирижирование, а так как я был еще совсем мальчик и не знал вообще, что такое симфоническое дирижирование, а композицией я занимался в училище параллельно как пианист, как композитор, и поступил на композиторское. Вот там уже получил самый основной импульс, и, можно сказать, даже такую крепкую профессиональную подготовку, потому что атмосфера в Киеве тех лет была очень бурной, там была активная концертная деятельность, выдающиеся исполнители из-за рубежа приезжали, и джазовые исполнители, в частности Дюк Эллингтон, на концерте которого я был, так что видел живого Дюка Эллингтона, даже автограф был. Наверное, как все юноши, там 18-19 лет, я немножко был разбросанный, я вместо того, чтобы писать музыку, мог ходить совершенно спокойно так, в спортивную там школу, Киевская «Динамо», ходил в секцию, видел знаменитых потом уже деятелей спорта, занимался тогда самбо и дзюдо, и даже там в первенстве Киева участвовал, в общем. То есть вместо того, чтобы заниматься вот сосредоточенно только композицией, разбрасывал себя и в спорте, там какие-то разряды. Я был таким мальчиком очень домашним и не мог жить. Ну и потом проблем питания, видимо, испортил желудок, в общем, много было. Я вернулся, да, в Уфу и с удовольствием, потому что попал к Загиру Гариповичу. Он выдающийся человек, выдающаяся личность, который сформировал мое мировоззрение. Я по-настоящему считаю Загира Гарича моего учителя не только по композиции, но и по жизни. Он мне объяснил, что я представитель башкирского народа, что я должен чувствовать, что корни мои здесь, чтобы я ценил фольклор, ценил истоки,
Ведь в Киеве я был немножко космополитичным таким, я мог писать музыку европейского толка, серийную такую, додекафонную, как бы смотрел, как это делают на Западе, за рубежом. Ну, наверное, сейчас-то у меня есть соединение, мне кажется, более органичное. То, что мне дал Загир Гарипович Исмагилов, это любовь к родному краю, к истокам. И то, что я получил такое вот немножко всестороннее и европейски направленное, значит, образование в синтезе, мне кажется, дает какой-то вот более для меня благоприятный результат. Я не замыкаюсь чисто на, значит, вот фольклоре и не, значит, не чувствую себя человеком без корней. Очень органично выходит. Ну, у Загира Гариповича я и аспирантуре учился, так что, в общем. Рашид Рахимович, а вы родились в музыкальной, по-видимому, семье? Кто были ваши родители? Да, семья была в целом музыкальная, хотя мама бросила заниматься искусством. Годы были довольно-таки сложные, надо было кормить семью. Вот. Отец у меня, он балетмейстер, постановщик характерных танцев, башкирских народных танцев. Он учился в училище искусств, поэтому занимался вокалом, он поет, у него приятный очень тенор. Хотя, конечно, как они отнеслись к вашему выбору? Выбору? Да, ну, приветствовали всеми силами. Как раз мое стремление, допустим, к математике или к спорту считали такой, в общем, наверное, ну, неправильной и неинтересной позицией. Сочиняя музыку, вы стремитесь к успеху? Да, наверное, все. Когда, мне так кажется, любой человек, делая какое-то дело, даже если горшечник делает горшки, он хочет, чтобы они пользовались спросом, успехом. Но музыка, в общем, вещь сложная. Просто успех – это не цель, не самоцель, потому что музыкальное искусство многогранно. Мне кажется, в музыке есть прикладная сторона. Ну, необходимая, конечно, прикладная сторона – это песни, легкие жанры, жанры отдыха, ресторанная музыка. Там, конечно, должен быть вот сиюминутный, непременно успех сейчас. Если не получается, это не нравится любому человеку, широкому кругу, то это плохая музыка. И есть профессиональная музыка, академическая, я бы ее сравнил с музыкой фундаментальной, допустим, наукой, как вот есть прикладная наука, наука фундаментальная, так и в музыке есть академическая музыка. Она не всегда понятна широкому кругу. Здесь сложнее. Может не быть успеха в данную секунду. И даже в данный век порой. Мы знаем примеры, композиторы не были признаны в свое время, потом выяснялось, что эти величайшие композиторы современности, может также произойдет с какими-то композиторами и в Башкирии. Сейчас, допустим, кого-то из композиторов не понимают. Пройдет время, выяснится, что это были выдающиеся композиторы. Время определит. В своем творчестве вы обращаетесь к различным музыкальным жанрам. В молодые годы к песенному жанру, теперь к симфонической музыке. Вы тяготеете больше к крупным формам? Но, наверное, и в молодые годы крупная форма меня волновала. Но круг друзей, атмосфера затягивала. Я занимался эстрадной музыкой, потому что мне приходилось работать, приходилось зарабатывать, а симфонической музыкой никогда никто еще не зарабатывал. Вот. Ну и потом к сочинению симфонической музыки, наверное, все-таки надо прийти. Да, безусловно, безусловно. Но я хотел, понимал и стремился к симфонической музыке, и даже на втором курсе института. Вот именно тот момент, когда по учебному плану требуется освоение крупных форм, я был уже готов создавать крупные произведения. Ну и внешняя среда в основном заставляла писать песни. Не только друзья, родители. Отец очень любил петь, и он мне говорил, что, ну, в общем, камерная музыка – это хорошо, но вот народ как бы тебя
не услышит, не узнает, если ты не будешь писать песни. И ему самому хотелось петь мои песни. Я писал для него, «Укенмэм», например, или для мамы, «Эсэймэ» песня. Песни, в общем, получили какой-то резонанс. Да, они стали популярными. Kaderli esserkeyim Berüdüne özvalla Крупные симфонические полотна, такие как поэма, первая, а затем вторая симфония «Символы веры», третья, «Полынь степная», посвященная национальному герою Салавату Юлаеву, композитор не боится быть непонятым. Его ориентир на слушателя, интеллектуала, это не высокомерие автора, а поиск единомышленника. Много им создано и в камерно-инструментальных жанрах, а также сочинения для хора, концертная диалогия для органа и камерного оркестра, музыка к театральным спектаклям. Любовь к духовым инструментам, знание их технических возможностей сохранились у композитора со времен учебы в Республиканской гимназии имени Газиза Аль-Мухаметова, славящейся духовой школой. Он автор ряда произведений для духовых инструментов. Образование пианиста, свое видение фортепианной музыки позволяет писать интересные, сложные сонаты, решенные по авторскому замыслу в цвете, циклы богателей и прелюдий. Как возник замысел сочинения виртуальных компьютерных композиций? Это влияние, скорее, общее влияние, интерес к компьютеру во всем мире был. И мне было интересно, насколько возможно использовать компьютерную технологию в области серьезной музыки. Да на самом деле всегда в академической музыке все абсолютно начиналось именно там. Нам только кажется, что синтезаторы там, или гитары, или какие-то другие инструменты появляются в легких жанрах. На самом деле первые синтезаторы АНС были использованы академическими музыкантами, зарубежными, там, Кейджем, Штагаузеном, Варезом. Первые компьютерные композиции ими же были созданы. И как бы академическая музыка – это далеко уходящая вперед система, она опережает общее понимание. А эстрадная музыка просто подхватывает какие-то наиболее удачные решения серьезной музыки и тиражирует их. В общем, создается впечатление, что многоканальные магнитофоны используют, допустим, первые там Битлз, гитары. Вот. На самом деле многоканальные до них использовали всеми академическими музыкантами. Вот были целые лаборатории музыкальные в Гарварде, которые все это делали. Они просто как бы это дело пустили на коммерческо-финансовую основу.
Рахимович, вы много лет преподаете в Институте искусств. Преподавательская работа не отвлекает от творчества? Ведь быть самому композитором и учить других сочинению музыки — вещи разные. Абсолютно согласен. Это две совершенно разные вещи. Не всегда хороший композитор может преподавать, и наоборот. Значит, наверное, получилось в жизни так. Меня оставил Загир Гарипович на кафедре работать, и мне приходилось ассистировать, и вот со студенческих лет я занимался педагогикой, и она постепенно проникла в меня, и хотел бы я того или не хотел, я становился преподавателем. А когда уже начал преподавать и ассистировал у Загира Гариповича Исмагилова, то приходилось как бы вот, Загир Гарипович человек был очень занятым, порой он мне доверял там, проверить что-то. Вот с этого у меня началась развиваться внутренняя педагогическая система. И сейчас я это не разделяю, во мне органично два человека, и композитор, и преподаватель. И хотя вы правы, преподавательская работа отнимает от творчества очень сильно, но мне так кажется, что в чем-то и дополняет, помогает, потому что молодой взгляд, студент тогда задает вопрос каверзный, ты начинаешь думать, какой же правильный ответ, решение стимулирует к твоему интеллектуальному какому-то развитию, непрерывный процесс взаимообогащения. Учеников достаточно много. Сейчас у нас в институте учатся интересные очень ребята. В аспирантуре занимается уже известный композитор Урал Идельбаев. Ну, очень много выпускников. Я помню хороших учеников своих, которые преподают в различных даже городах. Сейчас и приходят, и поступают уже ученики моих учеников. А Рашид Рахимович, растет ли число желающих учиться на кафедре композиции? Вопрос очень сложный. Композиция и вообще композитор какое-то такое явление узкое, клановое, мне кажется. Большинство людей, даже одаренных музыкально, не понимают, а как это я буду писать музыку? То есть нужна система подготовки композиторов. Ведь нет такой строгой системы, как у пианистов. Музыкальная школа, везде есть классы, курсы фортепиано во всех училищах. Вот сколько училищ в Башкирии есть, все имеют значит, отделение фортепиано, но нигде нет композиторских отделений. Есть факультативы при теоретических отделениях, но там нет профессиональных композиторов. Поэтому в такой ситуации обычно, когда не работает система, все нужно брать на себя. И я, в общем, сам занимаюсь. Я сотрудничаю с некоторыми музыкальными школами, в частности, вот школы, в которой я учился, школа Газиза Аль-Мухамедова. Я прихожу, готовлю, смотрю интересных ребят. Словно виток спирали, история повторяется. Получив когда-то азы композиторского ремесла у профессора, народного артиста СССР Загира Исмагилова, теперь Рашид Зиганов, сам уже профессор, имеет своих последователей, учеников. Вместе с ними, выпускниками и студентами, он проводит авторские вечера «Учитель и ученики». В этом выражается позиция педагога – показать не только свое творчество, а дать возможность быть услышанными молодым и никому еще неизвестным студентам-композиторам. Такие качества педагога, как строгость, большая требовательность, принципиальность, уживаются в нем с отеческой заботой о студентах, которые, возможно, через десяток лет будут влиять на ход музыкальной культуры своим творчеством. В жизни вам довелось встречаться со многими видными музыкантами. Какая из встреч наиболее вам запомнилась? Наиболее яркие всегда впечатления молодости. Яркие впечатления – это Юрий Яковлевич Ищенко в Киевской консерватории, преподаватель по композиции, известный на Украине сейчас композитор. Профессор Таранов – это вообще глыба, он преподавал и в Москве, и в Киеве. Он привил и объяснил мне, значит, принципы оркестровки, инструментовки. Вот оттуда
я любовь несу до сих пор. Я преподаю эти сложнейшие предметы в институте. Это история оркестровых стилей, оркестровку, теория оркестровки. Все мои лекции и все как бы мое профессорское образование базируется на тех еще впечатлениях от профессоров Киевской консерватории, ну, безусловно, и влияние Загира Гариповича, и, безусловно, значит, вот потом я учился в аспирантуре, там хорошие педагоги были по оркестровке, и потом были повышения квалификации в Гнесинском институте. Я вспоминаю, значит, замечательные лекции и Пейко, и, значит, многих профессоров. Генриха Ильича Литинского я слушал. Рашид Рахимович, на мой взгляд, одиночество – спутница многих творческих личностей. Вы любите одиночество? Ну, я люблю, чтобы мне не мешали работать, да. Я 3 дня могу выключить там телефон и сидеть дома. У меня рабочие дни есть, когда я не общаюсь ни с кем, даже с родителями, с близкими. Вот. Но нет, это не одиночество. Зачем? У меня много друзей. В общем, как бы я стараюсь поддерживать контакты и с друзьями, исполнителями, с друзьями, с близкими мне людьми. Так что я не одинок. А что заставляет вас с таким воодушевлением так безраздельно себя отдавать музыке? Я думаю, что искусство – это своего рода наркотик. И если ты один раз испытал вот вдохновение, ощущение такого взлета от этого, значит, вида, что ли, вида творчества, то уже ты не сможешь бросить и всегда испытываешь грандиозное удовлетворение, если у тебя вдруг что-то получается. Другое дело, что некоторые думают, что вдохновение может само прийти, вот как бы нужно его ждать. Нет, нужно для этого просто сидеть, работать. Великие многие великие говорили, что значит, вдохновение приходит только к тем, кто трудится. Поэтому я знаю, что количество времени, проведенных за партитурой, за письменным столом, являются эквивалентом или результатом качества произведений. То есть вдохновение приходит только сидя за работой, за письменным столом и никак не по-другому. Но только какой смысл так упорно трудиться, если у тебя нет природных генетических способностей? Можно, конечно, медведя научить танцевать, можно, значит, человека бездарного научиться писать музыку, но будет ли эта музыка безукоризненной? Будет ли она нравиться окружающим? Должны быть природные качества, должен быть генетический все-таки потенциал. Каждый просто должен найти себя. Тот, кто не нашел себя и занимается не своим делом, это человек, в общем, в чем-то несчастен, потому что он чувствует, что он не может достигнуть результата, который достигают другие. И он находит как бы для себя оправданий, что вот успех другого связан с чем-то, а не с генетическими его способностями, природными способностями. Какие проблемы заботят сегодня композитора и педагога Рашида Зиганова? То, что молодые ребята не стремятся к интеллектуальной, к творческой деятельности, им приходится вот это как-то объяснять, что нет какой-то, может быть, программы подготовки. Есть огромное количество талантливейших ребят в башкирских районах. Вот как их привлечь, как их заставить учиться, нужна, видимо, целевая программа. Я, конечно, самостоятельно стремлюсь, вот, там, бывает, совершаю поездки там, по училищам, по различным школам, разговариваю, ищу талантливых ребят. Ну, как бы инициатива одного человека, она слишком недостаточно. Нужно, чтобы были композиторские отделения во всех училищах Башкирии. Чтобы на эти композиторские отделения готовились школы, то есть в музыкальных школах ребята. Но проблемы композиторов существуют. Связаны они
Конечно, вот с материальными какими-то обеспечением требуется очень современное студийное оборудование, компьютерное оборудование, чтобы композиция в нашей республике была на уровне мировых стандартов, чтобы мы в чем-то не отставали. У нас замечательный союз композиторов. Я думаю, что мы просто должны быть дружны, должны быть совместные усилия для решения наших проблем. И никто наших проблем не решит. Только совместные усилия, какая-то внутренняя дружба, отсутствие, может быть, какой-то ревности, отсутствие такой конкурентности, скажем. Зависть бывает черная, да, и белая, вот чтобы все было белое, чтобы все было светлое, вот чтобы не было каких-то темных моментов, но они существуют, они связаны с естественным конкурированием, творческим конкурированием, это нормально. Каждый из наших композиторов считает, что он самый лучший, самый выдающийся, и я, в общем, согласен с этим. А как можно писать музыку, если ты не считаешь себя лучшим? Диссонанс с самим собой и с окружающей действительностью Зиганову не присущ. Он оптимист с позитивным взглядом на мир. Беспокойный по характеру, деловитый, педантичный, с неуемной энергией Рашид Рахимович предпочитает работать, не завися от кого-либо. Самодостаточен и не полагается на других. Разнообразные его интересы в культуре прошлой, современной, свидетельствуют не только о постоянном стремлении к познанию, но и показывают широту его эрудиции, большой интеллектуальный диапазон. Его потенциал как композитора далеко не исчерпан. Мастерство будет еще шлифоваться и оттачиваться. Не исключено, что в музыке Рашида Зиганова откроются в дальнейшем новые грани и стороны. В музыке, как вот Рашиду Рахимовичу, программа «Фортепиано» желает, чтобы все дела ладились и больше мажорного звучания жизни.